В Ухте обсудили возможность сохранения особого режима для месторождений сверхвязкой и высоковязкой нефти. Причиной стали изменения в налоговом законодательстве, отменяющие часть понижающих коэффициентов к НДПИ и льготы по экспортной пошлине. И хотя, по мнению Минфина, это должно принести бюджету порядка 290 миллиардов рублей дополнительных доходов, в долгосрочной перспективе отмена льгот способна привести к негативным экономическим и социальным последствиям. Анна Зубарева погрузилась в тему. Изменения в законодательстве в первую очередь коснулись Ярикского и Усинского месторождений. Последствиями отмены льготного режима в ближайшее время станут снижение объемов добычи и инвестиционной активности в регионе. Для сравнения, с 2004 по 2012 год ежегодные инвестиции в освоение двух месторождений составили порядка 22 миллиардов рублей. А после введения особого налогового режима с 2013 по 2020 в 10 раз больше. Соответственно, увеличились и объемы добычи, и налоговые отчисления, и количество рабочих мест. Мы переходим на новый режим налогообложения в целом по нефтегазовой отрасли. Пока в режиме эксперимента, этот эксперимент расширяется. И вот надо сделать такую донастройку, чтобы не было революционных каких-то вещей, а именно методом эволюции, чтобы был такой новый режим, который позволяет компаниям развиваться, чтобы платились налоги, и при этом и бюджеты не теряли, как федеральный, так и региональный. Резкое падение рентабельности производства после отмены особого режима, как предполагается, приведет к полной консервации месторождений к 2025 году и масштабным сокращениям персонала. Конечно, в этом никто не заинтересован. Ситуация с отменой налоговых таможенно-тарифных льгот для высоковязких нефти, она в фокусе, в центре нашего внимания. Примерно с конца прошлого года мы достаточно активно работаем по проработке соответствующих предложений для того, чтобы необходимые компромиссные варианты были найдены. В структуре объемов добычи и запасов по республике Коми высоковязкие нефти сегодня занимают более 40%. Ярикское месторождение и вовсе считается уникальным в нашей стране. Здесь добывают нефть термошахтным способом с 1939 года. Главные спикеры на совещании пообещали, что не допустят пессимистичный сценарий ни на каком уровне. И следующую рабочую встречу запланировали на март. Анна Зубарева, Евгений Стокас, Дмитрий Булаев, Иван Мурашов, телеканал Юрган.